Крысы в столичном кафе. За что задержали племянника президента Джапарова. 2 депутатов Джорку Кенеша лишили мандатов. В Кыргызстане официально разрешили брать мачество вместо отчества. Всем привет! Эти и другие новости в нашем еженедельном дайджесте. Вы смотрите ТЭЗ-Инфо. Меня зовут Айгерим Рамилева. Кафе в Бишкеке «Рахат Лукум» стало известным на этой неделе не благодаря изысканным блюдам или особому меню. Очевидцы засняли видео, как ночью среди самс бегают постояльцы заведения – 2 огромные крысы. Ролик мгновенно получил широкую огласку, и в результате кафе закрыли за несоблюдение санитарных норм. Правда, всего лишь временно. И пока милиция разбирается с нарушениями, через несколько дней прохожие вновь увидели странное зрелище. Теперь на месте, где бегали грызуны, сидела уже кошка. Как она туда попала? Случайно или для борьбы с незваными гостями? История умалчивает. Громкое задержание прошло на этой неделе. В Бишкеке задержали племянника президента Садыра Джапарова Улана Джапарова. Его подозревают в участии в коррупционных схемах на таможне. Улан Джапаров – это сын двоюродного брата президента Ракмджана Джапарова. В МВД отметили, что он водворен в СИЗО номер 1 до 26 июля. Сначала информация о задержании родственника президента была на фоне слухов. В тот же день пресс-секретарь Джапарова Эрбол Султанбаев подтвердил, что это действительно племянник главы государства. Узнав об этом, президент потребовал принять законные меры в отношении подозреваемых. Данный случай еще раз свидетельствует о том, что в борьбе с коррупцией нет избирательности. Власти Кыргызстана признались, что на Токтагульском водохранилище ожидают маловодья. Кыргызстанцев призвали экономить электричество. Из-за низкого притока ожидается, что в октябре объем воды в Токтагулке составит 12,4 миллиарда кубометров. Это на 2 миллиарда меньше изначального прогноза. Замглавы Кабмина Бакыт Турыбаев поручил строго контролировать лимиты на потребление электричества в регионах. Главы сел, акимы, главы областей, мэры и руководители всех госучреждений совместно с национальными электросетями возьмите под строгий контроль лимиты. Сейчас лето, день длинный, надо экономить электричество. На центральных улицах нужно вовремя отключать освещение. Надо экономить воду Токтагулки уже сейчас. С летних каникул не вернутся в стены парламента 2 депутатов Джорку Кенеша. Все из-за поддельных дипломов. Центр избирком лишил народных избранников мандатов. Один из них, депутат Джорку Кенеша от фракции «Альянс» Фархотбек Алимджанов, не присутствовал на выпускных экзаменах в Орском государственном университете и в это время находился за границей. Но итоговые оценки все-таки получил. Минобразование предложили аннулировать результаты экзаменов, отозвать диплом и степень магистра, полученную в Академии управления при президенте Кыргызстана. Второй, кто лишился мандата, это Фархат Исмаилов от партии «Атаджурт Кыргызстан». Выяснилось, что он не значился в списке студентов Национального университета в указанные им годы. Его диплом по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» признали недействительным, как и полученная позже степень магистра юриспруденции. На замену депутатам с поддельными дипломами могут прийти Эльдар Абакиров, занимавший ранее должность замминистра экономики, ныне бизнесмен туристической отрасли, и Канатбек Маматов. Он возглавлял Федерацию футбола в 2019-м. Кыргызстанцам разрешили использовать мачество вместо отчества. Конституционный суд постановил, что взрослые жители страны, то есть лица старше 16 лет, должны иметь право вместо отчества указывать в документах мачество – матроним. Ранее активистка Алтын Капалова несколько лет судилась с госорганами, добиваясь мачества для своих 3 детей. На своей странице в социальной сети она поблагодарила Конституционный суд за решение и поздравила своего 16-летнего сына Капалова Данияра Алтыновича. Он скоро пойдет получать паспорт и сможет взять ее имя в качестве мачества. И, возможно, станет первым кыргызстанцем с матронимом. В Кыргызстане сейчас допускается возможность присвоения имени либо по кыргызским традициям с добавлением слов «улу» – сын или «кызы» – дочь после имени отца, либо по советской традиции, предусматривающей имя, фамилию и отчество. В родильном доме Бишкека номер 1 новорожденный во время родов упал на пол. Мать младенца поделилась случившимся в социальных сетях и написала, что предупреждала врачей, что рожает, но никто не пришел ей вовремя на помощь. Ребенок получил ушиб головного мозга и перелом затылочной части черепа. Мать малыша опасается, что у него возникнут осложнения после выписки из роддома. Медики роддома получили выговор за халатность, но что будет с малышом в дальнейшем и как повлияет на его развитие падение, пока неизвестно.
За последние полгода в Кыргызстане утонули более 60 детей. Об этом сообщили в МВД. Уточняется, что они чаще всего тонут в озерах, реках и водоемах, поэтому инспекторы напоминают взрослым следить за детьми и не отпускать их в такие места в одиночку. Как, к примеру, произошло в Караколе. Там в местной реке нашли тела двух малолетних сестер, им было 2 года и 5 лет. Девочки вышли из дома и пропали. Мама забила тревогу, как только они пропали из поля зрения. К поискам приступили местные жители, спасатели и милиция. Камеры помогли выяснить, что сестры проследовали в сторону реки Каракол, где и нашли тела утонувших девочек. С остальными новостями можете ознакомиться на наших страницах в Инстаграме и ТикТоке. Встретимся на следующей неделе. Всем пока!